8 июля в город Грозный прибыла делегация из Москвы во главе с председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Участники выездного совещания, разделившись на группы, посетили несколько специализированных учреждений, среди которых исправительная колония станицы Чернокозова, СИЗО города Грозного, Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов семейного типа и детский психоневрологический диспансер в городе Грозном. Это мероприятие носит окружной характер, поэтому мы приветствуем здесь делегации из всех республик Северного Кавказа, из Ставропольского края. И мы будем обсуждать те проблемы, которые являются для нас общими. На самом деле, я бы сказал, что здесь, на Северном Кавказе, проявляются те же проблемы, которые есть в любом другом регионе Российской Федерации. Просто здесь это приобретает свои особенности, свою окраску. Здесь более ярко, более выпукло. Здесь и природа такая. Прибывший в составе делегации известный российский журналист Николай Сванидзе также рассказал нам о том, чего он ожидает от этой поездки и от предстоящего заседания. Будут обсуждаться проблемы гражданского общества в России в целом и на Кавказе, на всем Кавказе, не только в Чеченской Республике. И я ожидаю откровенного разговора, потому что вряд ли можно говорить о каких-то конкретных результатах, а обмен мнениями должен быть откровенным, честным, и я думаю, что это будет интересно, уверен в этом. Далее гостей ждала обзорная экскурсия по столице Чеченской Республики, которую им провел лично помощник руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики Мурат Тагиев. Это у нас муфтия, управление Мусульман находится. Это Российский исламский университет. Само же выездное заседание состоялось уже 9 июля в Доме правительства Чеченской Республики. В заседании приняли участие не только правозащитники, но и представители властных структур, прокуратуры, Следственного комитета и МВД. Директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики Байли Тевсиев призвал присутствующих к конструктивному диалогу. Я попросил бы наших коллег и товарищей, чтобы они относились объективно к этому вопросу и не смотрели с одной стороны. Мы, в частности, глава нашей республики, больше всех разделяет боль утраты этих родителей, этих семей. И он больше всех заинтересован найти и наказать этих преступников. Поэтому я хотел бы, чтобы мы в наших высказываниях были более объективны и не вели в одну сторону. У нас очень много позитива, у нас очень много хорошего, о чем говорить. Сегодня практически заново выстроена вся разрушенная инфраструктура. Сегодня создаются общественные институты, гражданское общество. Сегодня как никогда общество и власть, они близки друг к другу. Поэтому я думаю, что нам надо решать проблемы вместе и не обвиняя друг друга. Тогда мы вернемся к позитивному результату. Участники заседания обозначили самый острый вопрос на сегодняшний день. Это вопрос без вести пропавших людей. От имени всех матерей, объятых тяжелым горем, незнания о судьбе своих близких, выступила председатель региональной общественной организации «Поиск без вести пропавших» Тамара Кагирова. Таких, как я, у нас в Чеченской Республике насчитывается около 5000. И ни одно дело, возбужденное по статье похищения, никакая работа не ведется. Эти дела остановлены. Обращаемся во все инстанции, и к президенту России, и в Генеральную прокуратуру, но до сих пор этот вопрос практически не решается. Также обращается в нашу организацию и матери России, которые ищут своих близких, своих сыновей, своих правительств. У меня к вам просьба. Донесите до руководства страны, что такая проблема в Чеченской Республике есть. И почему эти дела затягиваются на долгие годы? Почему мы не можем узнать о них? Где они? Что с ними стало? Если нет живых, то бы мы похоронили своих близких родственников. Была бы могила, прийти поплакать и похоронить по-человечески. Члены Совета, правозащитники и известные в стране журналисты озвучили проблемы, существующие не только на Северном Кавказе, но и во всей стране. Они отметили, что самым главным в их решении является признание представителями государственных структур их наличия. Только так можно решить данные вопросы. Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов подчеркнул это, приведя яркий пример. И последняя фраза этого
документа. Мы должны сказать народу Чечни правду, избавить его от ночного ужаса, и, главное, мы обязаны обеспечить людям безопасность, установить в Чечне законность, безопасность и порядок. Ахмад Хаджи Кадыров. Такое важное событие для республики и для развития в ней гражданского общества не мог пропустить глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров, который всегда открыт для диалога и прилагает все усилия для того, чтобы в республике соблюдался закон и права человека. Несмотря на свой плотный график, он прибыл ко второй части заседания, чтобы ответить на все вопросы, интересующие правозащитников. Гражданский долг, как чеченец, как мусульманин, как гражданин России, вышли бороться за права человека, за свободу, и мы очень многое добились. Да, действительно, нас покачали людей, это все знали, все видели. Я не из тех, кто стал против этого еще будучи первым вице-премьером, когда высокопоставленные чиновники проводили оперативный штаб и говорили, обсуждали часами, даже не знаю, кто похищает людей. Я один из тех, кто официально задает до сегодняшнего дня в Чеченской республике, никто не будет без номеров выезжать, ни батареи, ни машины, не будут проводить в масках зачистки. На сегодняшний день у нас остается тоже проблема и похищение людей. Этих людей мы знаем, кто из них виноват, кто абсолютно нигде никогда не участвовал, абсолютно жил мирной жизнью. Ну, мы ищем их. Вот никто не верит, что мы тоже люди. Вы как вышли защищать права людей, а мы на себя взяли ответственность не только за своих детей, внуков. У нас менталитет, обычаи, традиции суровых чеченцев. Никто не может них. Мы, чтобы защитить наш народ, взяли огромный груз ответственности. Завершилось заседание лозунгом первого президента Чеченской республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, который говорил: «Пусть восторжествует справедливость». После его окончания глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров в интервью телеканалам поделился своим мнением о прошедшем мероприятии. Я получил для себя много полезных советов. Я думаю, что не только я и наше общество получит большой плюс, и все они выступали четко, ясно, с определенными проблемами, которые мы должны на местах субъектов решать. И нам, главный наш наставник сегодняшний, поставил ряд задач, которые мы обязаны решать в пользу населения. Я думаю, что наши предложения, которые мы до сих пор не можем найти ответ, это пропавшие без вести. Наши правозащитники высказывали свою точку зрения и почему на нас не обращают внимания в голосе, я думаю, я тоже обращаю внимание на это, и наш наставник сегодняшний доводит до руководства государства наши проблемы. Я доволен очень, я благодарен тем людям, которые изъявили провести такое мероприятие. Я благодарен вам за тем, что вы провели такой совет в нашей Чеченской республике. Я сегодня увидел, как работает вертикаль власти в Чеченской республике. Один из членов Совета поставил конкретный совершенно вопрос о судьбе квартиры, которая принадлежала раньше офицеру. И вот он уехал после Первой Чеченской войны, он покинул Чечню. И вот у него сейчас проблемы, там ему нужны документы, удостоверяющие, что его квартира была, попала под бомбежку. И Рамзан Ахматович сказал: найдите эту женщину, найдите этого человека, который сейчас живет в этой квартире. Этого человека нашли, привезли. Мы полностью разобрались в этой ситуации. Все это заняло
Ну, наверное, час, да? 40 минут минимум. Может быть, 40 минут. Да. Вот, знаете, и вопрос решен. Вот если бы мы могли все вопросы решать так быстро, так эффективно, было бы рай на земле. Мне, честно говоря, действительно очень понравилось то, что вот так я не видел, чтобы так работали в других регионах.